Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Марина Иванова, я помощник председателя Национальной культурной автономии удмуртов Республики Татарстан. И сегодня с вами мы будем готовить традиционный удмуртский напиток калиновый кисель. Собственно, для приготовления киселя нам будет необходима сама калина, крахмал и сахарный песок. Как любят готовить девушки, я готовлю на глаз. Но для того, чтобы было понятно примерно в какой консистенции это должно быть, я расскажу, сколько чего я кладу непосредственно. Значит, калины у нас примерно стакан, такой вот уже выжимки готовый, крахмал у нас столовая ложка и сахарного песка 1 стакан. Я предварительно готовлю воду, для того, чтобы она уже была горячая, калину можно было туда положить, чтобы это не слишком долго кипятилось. Собственно, что мы сейчас с вами и сделаем. Мы кладем уже в кипящую воду калину. В оригинальном рецепте на самом деле не так. Там как бы дают, так скажем, калине настояться в воде еще. Ну, мне нравится так. В принципе, как бы я разницы особой в этом не вижу. А вообще, если говорить о традиционном киселе калиновом, то удмурты его делают на солоде. Но солод оказалась вещь труднодоступная в городе Казани, поэтому мы делаем немножко такой упрощенный вариант, который я обычно готовлю. На солоде кисель вываривается 5 часов, а сейчас нам достаточно будет 20 минут. Пока у нас готовится сам кисель, вернее не кисель, а вода под кисель, мы с вами должны будем приготовить крахмал, точнее крахмаловый раствор. Для этого нам необходимо взять воду, как раз таки холодную кипяченую, и туда засыпать крахмал. Крахмал у нас засыпается, вернее берется ровно столько, сколько вам нужно. То есть все зависит от густоты киселя, который вы хотите. Вот то количество крахмала, которое использую я, дает такую среднюю густоту киселя. Сам кисель у нас подается как в холодном, так и в горячем виде, кому как больше нравится. Собственно, скоро у нас уже все тут закипит. Пока мы с вами готовим. Так, все нужно размешать. У крахмала есть свойство садиться на дно. Вот, поэтому мы его размешиваем. И, собственно, вот он размешался, такого вот белого цвета. Потом предварительно еще надо будет его размешать. Так, у нас пока тут калиновый кисель уже закипает. Вывариваем мы его 20 минут, чтобы он отдал свой сок, аромат и вкус. Собственно, а после того, как 20 минут прошло, необходимо будет отделить, так скажем, непосредственно сам кисель, и сам еще пока не кисель, калиновый сок или компот от вскипевших, сварившихся ягод, так скажем. Вот. Это мы сделали. Потом снова все сполоснем, нашу кастрюльку. А то, что у нас получилось, точнее, вот здесь остается такой вот, с проваренной, так скажем, ягоды, и их мы должны будем протереть через ситечко. Сами косточки у нас, получается, остаются. Это мы все потом уберем. Вот. Так. Кастрюльку споласкиваем. И в эту же кастрюльку наливаем калиновый сок или компот, как будет правильней. Ай.
Так, калиновый сок или компот мы налили обратно в кастрюльку. И уже туда добавляем сахар. Сахара мы берем также по вкусу, кому как нравится, но я беру вот 1 стакан сахара. Это все размешивается. Вот. Снова доводится до кипения. И уже остается финальный аккорд. Это наш крахмал. Сейчас мы снова доведем калину, теперь уже с сахаром, до кипения. Ага. До кипения. И все, наш калиновый кисель практически готов. Осталось чуть-чуть подождать. Калина сама по себе очень полезный продукт. Собирается она в основном поздней осенью. Ну, мороза она не боится, поэтому можно ее, в принципе, собирать даже зимой. Вот. Ну, если, конечно, снегири и свиристель не съест ее вот до этого, потому что это лакомство и для птиц тоже очень вкусное. Она повышает иммунитет, и зимние простуды вам не страшны. Собственно, у нас закипело уже тут все. Ага. Так. Закипело. И теперь мы осторожно еще раз перемешиваем крахмал. Вот как я говорил, видите, у меня уже сразу на дно сел. Вводим в эту всю историю крахмал. Аккуратненько помешивая, для того, чтобы он у нас не образовался комочками, поэтому аккуратненько мы его вводим, и кисель сразу на глазах уже начинает густеть, приобретать ту самую форму, консистенцию, которая есть и должна быть у киселя. Вот, сейчас мы еще его раз доведем до кипения, этот кисель. Ну и, собственно, он у нас уже будет готов. Его подают как горячим, так и холодным. Кому как, опять же, нравится. Вот, а пока он у нас тут подкипает, я сейчас сполосну наши кружечки. И уже будем его разливать по кружкам. Сейчас еще немножко мы подождем, он у нас вскипит. Ну, собственно, все. Кисель вскипел. Ну что, наш кисель готов. Мы его разлили по кружечкам, по глиняным кружечкам. Собственно, его можно пить как горячим, так и холодным.
Приятного всем аппетита!